Хулубзеква. Апсуа телехуапшира канала чферафя хуапшуэта информация тудыратыра амши кушара атыжимта чеда. Яхя хақойме пысит ялхо апсна ахада Аслан Бжанией, ялхо апсна ахада ихатыпуэ Бадра Гунбей, ашарта дырат мадзура мадзаны кугавина панцакона загзо Беслан Куцнией, агвабзерах чере социал прикуршерир министр Тамас Цахнакией, атагыла за ащачида корза министр Лев Куцнией Рей Пылара. Ай Пылара джа ирзат гылыта чимазарачко яхкана ища кугылаз атагыла за аща. Ахюнткарра пусбарта корнапхгавича ялхо апсна ахада изей тархюйта чимазарачко ячагыла Паразиры дыркылу ауснак запква арта. Аслан Бжания итабуб харихит, а медицина аус зуйча, а карантина тагыла зааща джазвал пшена зыгдзо, аус фартаква зиге архатарнакча. Яхя им широп ялху апсна хюнткарра ахада Аслан Бжания. Уи и пресс мадзура изла анац хавала хад нхоларат фюкква, изына рыштит апсна аважларра политикат партияква, ахайт кылаква архатарнакча, атула ахюнткарра пусбартаква арнапхгавича. Яраубас аднхолараква иза артиуэт урстулапи, ахюнткаррапи, а политикапи, аважларапи уссуича. Под председательством исполняющего обязанности президента Абхазии Валерии Бганба прошло очередное совещание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. В ходе рабочей встречи были обсуждены итоги проделанной работы по предотвращению появления и распространения вируса, а также намечены дальнейшие действия. Подробности в репортаже Алики Трапш. С момента объявления чрезвычайного положения в стране прошла неделя, и за этот период соответствующими службами и структурами была проделана необходимая работа по защите населения от коронавирусной инфекции, подчеркнул, открывая заседание, исполняющий обязанности президента Валерий Бганба. При этом он отметил, что особое внимание стоит уделить ситуации на КПП ПСОУ. Официально границы закрыты для иностранных граждан и лиц без гражданства. Однако граждане Абхазии ежедневно пересекают границу, и за этим необходимо вести жесткий контроль, подчеркнул Валерий Бганба. Вчера перешло почти 80 человек каждый день. Когда 20, когда 30, когда 40, когда больше. То есть за все это время с момента закрытия границы, с 28 числа, у нас перешло около 838 человек. Я почему именно на этом хочу заострить ваше внимание, потому что, к сожалению, это наше самое слабое место. Потому что все эти люди, которые перешли границу, не все выдерживают режим самоизоляции. У нас готовы помещения для того, чтобы мы могли бы делать как бы насильственно, да, если можно так, изоляцию этих людей. Но мы пошли по пути домашней самоизоляции. К сожалению, тут немножко у нас хромает, и это вариант того, что мы должны усилить. Если бы те люди, которые переходят российско-абхазскую границу, четко выполняли бы режим самоизоляции, я не сомневаюсь, что мы могли бы уменьшить те меры, которые мы сегодня применяем. Главный санитарный врач страны Людмила Скорика сказала, что по всей республике в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения проведены соответствующие профилактические меры по борьбе с коронавирусом. Людмила Скорик согласна с тем, что все граждане Абхазии, въезжающие на территорию республики, должны в обязательном порядке пройти карантин под наблюдением медиков в специальных местах. Санитарно-эпидемиологическая служба отслеживает больных и работает в очагах. А за здоровыми лицами, которые приехали там из каких-то городов, в которых заболеваемость минимальная, я считаю, что они должны быть вернее, не самоизолированы, а именно помещены в момент перехода государственной границы Абхазии со стороны ПСОУ или со стороны Ингур и помещены на 14-дневный карантин. Выделенные пансионаты, санатории, все равно. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамас Цахнакией проинформировал, что за все время было проведено 86 исследований по выявлению коронавируса. Из них 4 с сомнительными результатами прошли повторное исследование. Все результаты отрицательные. Буквально на днях Министерство здравоохранения должно получить еще 600 тестов. Тамас Цахнакий отметил, что в борьбе с коронавирусом активную поддержку оказывают и представители бизнес-сообщества. На средства, которые они собрали, будет сделан закуп аппаратов искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день в условиях Гудаутского госпиталя развернуто отделение реанимации на 16 коек интенсивной терапии в том числе. И то оборудование, которое мы ожидаем, в целом у нас будет более 40 аппаратов искусственной вентиляции легких.
на случай поступления именно больных в тяжелой степени заболевания. Кроме того, у нас создан на сегодняшний день полный резерв медикаментов и расходных материалов на лечение 100 больных в случае поступления на двухнедельный курс лечения. Ну и дополнительно зарезервированные препараты, медикаменты. И, кстати, закуплены в том числе вот буквально в течение 2-3 дней. Мы ожидаем эту достаточно большую партию медикаментов, расходников, оборудования, средств профилактики. Министр иностранных дел Дауркови сообщил, что по линии международных организаций также поступает помощь для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Абхазии. На днях состоялась видеоконференция также с руководителями всех международных организаций. Представитель ПРООН также озвучила цифру о готовности выделения порядка $500 тысяч на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. О чем идет речь? То есть это не те деньги, которые поступают в виде денежных средств в бюджет Республики Абхазия, а это те средства, которые будут направлены на определенные программы, которые будет предусматривать в том числе поставку медицинского оборудования. На сегодняшний день идет работа с донорскими организациями, которые готовы выделить эти денежные средства для ПРООН. Всем известно огромный спрос и в лекарственных препаратах, и в медицинском оборудовании. И доноры, хочу отметить, что они приняли эту заявку от организации и сейчас работают над тем, чтобы сформировать груз, который будет поставлен сюда, в Абхазию, в рамках этой программы. Вот. Буквально на днях были переданы, если я не ошибаюсь, 11 опрыскивателей для санэпидемстанции, это по линии одной из международных организаций. Вот. 3 поставки уже ПРООН осуществила, Красный Крест осуществил небольшую поставку, сейчас готовят к поставке, это Датский совет по беженцам, готовят первичная помощь, то есть все организации по мере возможности будут поставлять сюда груз. Сухумская городская больница подготовлена в качестве резервного объекта по приему инфицированных коронавирусом. Об этом членам координационного штаба сообщил исполняющий обязанности главы столичной администрации Кан Кварчия. Министр финансов Джан Сухнамба проинформировал, что в текущем месяце в полном объеме и в срок будут выплачены все социальные пособия и заработные платы. Проинформированы все получатели бюджетных средств о том, что все ранее запланированные расходы в их бюджетных сметах, не относящиеся к выплате заработной платы и, так скажем, не относящиеся к реализации мероприятий по борьбе с коронавирусом, они приостановлены. Все это будет нами реализовываться, когда мы справимся с этой проблемой. То есть какие-то средства в части экономии вот этих мероприятий у нас есть. Безусловно, сложно будет нам пройти этот период, но, учитывая ситуацию, вот все брошено на зарплату и социальные пособия. В этой части у нас проблем нет. В завершении совещания Координационного штаба по защите населения от коронавируса исполняющий обязанности президента Валерий Бгамба поручил подготовить распоряжение по поводу обязательной изоляции въезжающих в Абхазию граждан. Он также поручил профильным службам продолжить работу на постах и возобновить ночные патрули. Валерий Бгамба вновь напомнил о необходимости соблюдения режима чрезвычайного положения. В случае, если передвижение граждан будет и дальше таким активным, то правительство рассмотрит вопрос введения комендантского часа. Алика Трав, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. А сейчас последние новости из оперативного штаба по защите населения от коронавируса. Здравствуйте. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции продолжает свое вещание. Ситуация на 6 апреля следующая. За прошедшие сутки лабораторную диагностику на выявление коронавирусной инфекции прошел 1 человек. Коронавирус не подтвердился. У Даутской центральной районной больницы находится 2 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Как только мы получим результаты, мы сразу о вас известим. Единым колл-центром было обработано порядка 200 звонков. В очередной раз призываем всех соблюдать режим чрезвычайного положения.
В рамках борьбы с COVID-19 члены оперативного штаба по защите населения от коронавируса проводят тренинги для врачей всех районов республики. В ходе вебинаров медиков подробно информируют о заболевании и способах защиты от него, а также рассказывают о правилах эпидемиологической безопасности. Обо всем подробнее в репортаже Гугуцы Иордания. Ежедневно в медучреждения республики обращаются граждане с различными признаками простудных заболеваний. В колл-центр на телефон горячей линии в день поступают десятки звонков. Поэтому очень важно, чтобы медицинский персонал был хорошо проинформирован о правилах безопасности и компетентен в определении точного диагноза у потенциально больных. В связи с этим члены координационного штаба по защите населения от коронавируса организуют тренинги для медиков всех районов республики. Какую-то часть тренингов, несомненно, мы уже провели. То есть у нас есть бригады, которые уже обучены. Но, к сожалению, с учетом того, что нам их не хватает, пришлось привлечь дополнительные силы. И в связи с этим, то есть дополнительные тренинги организованы как раз на сегодня. Что необходимо делать, чтобы обезопасить себя и как поставить точный диагноз? На тренингах врачам рассказывают квалифицированные специалисты. Мы с ними будем подробным образом обсуждать, проговаривать, как нужно правильно брать мазки из носа, ротоглотки и другой биологический материал. Но мазок из носа, ротоглотки – это основной биологический материал, который мы сегодня используем в нашем специфическом лабораторном исследовании. Это ПЦР-диагностика. Моя часть тренинга будет заключаться в том, что в обеспечении безопасности, как безопасности медицинского работника, который производит отбор, так и безопасности пациентов, которые будут приходить на этот отбор. После завершения общих тренингов будут сформированы дополнительные бригады врачей, которые прикрепят за тем или иным медучреждением. Гугуца Иордания, Алексей Гухава, Джимбул Чапели, Абхазское телевидение. Атылаква жпакы ирласна ирылатрас ачимазарачка коронавирус аджиқынпи дачаджиях аймсара, аймхара, апсфи бихара, уха рыла имаряны иесвуид. Уя чацвихчараза уапсыр ирыла хупапқараква, ауара чахиқо тып квартара мапаскра. Ласыласа анапыджара, аюны аказара. Ярубас квартарала нипхязопа медицина псабрадаква рнухгари антисептик кварыла анапкваррыцкери. Азхатгвабхарала медицина псабрадаква адзахны ауа иныҟәыргаларц ҳамҭас ирызҭо насгьы антисептикқәа зшо ирызкуп анаҩстәи. Коронавирус цәырҵеижьҭеи ахәшәҭирҭақәа рҿы зегь реиҳа изыдҵало амедицинатә сабрадақәеи антисептикқәеи ракәхеит. Урҭ абжьааԥны еиԥш унарыдыххылан ишузамхогьы урышьҭалар иахьырҭиуа уԥшаауеит. Аха ҳара ҳанҵамҭа зызку антисептикқәеи амедицинатә сабрадақәеи хәыда-ԥсада изшо гәыԥҩык ҳтәылауаа роуп. Ачымазара аҽацәыхьчаразы ауааԥсыра ирхарҵо амедицинатә сабрадақәа ҳрылацәажәозар, Аԥсны жәлар акарантин анрылаҳәо аамҭазы урҭ рыӡахра иршареи знапалак умаҷҩым. Дара дыруаӡәкуп аԥсуа модельер, адизайнер Мрамза Марыхәԥҳа. Лара аӡахра дазҟазоуп, илӡаххьоу амаҭәақәа зшәызҵои, урҭ рыӡбахә заҳахьоу аӡәырҩы ыҟоуп. Ҳтәылаҿы коронавирус иахҟьаны ас еиԥш аҭагылазаашьа анышьақәгыла, лара илыӡбеит излалылшо ала ҳауаажәлар дрыцхраарц. Раԥхьатәи амш инаркны акарантин инҳалар ҳәа замышьҭахь сара сателехәҷы ашә сыркит, аха аҳәара сырҭеит арҭ амаскақәа рыӡахра, аурыс ҳәынҭқарра аҳәаа зыхьчо иҟоу Аҟәа хәышәцәа рзысҭахит. Уи амышьҭахь спубликациа Facebook раԥхьатәи амышьҭахь исзаст Гәдоуҭа аҿар рхаҭарнакцәа рыбжьара еиҿыркаауа агәы ҳалалратә акциа. Ара исыдыргылт абаа, аӡахра салагеит дара рзыҳәан, уи Гәдоуҭа насиҳа уа иршоит рҳәеит. Сганахьала уажәшьҭа аҩны исылшо ала хәҷызаргьы сус ауаа ирыхәозар ҳәа акы сгәыӷуеит, убри аҟнытә аӡахра саҿуп. Аԥсны акарантин рылаҳәоижьҭеи асабрадақәа рыӡахра саҿуп, аха иҟасҵо хӡыргара акәӡам хықәкыс иамоу. Ауаа сызрыхәозар ҳәаноуп ари аус сзаҿу, лҳәоит амодельер. Ҳтәылауаа ргәабзиара ахьчара изхәыцны асабрадақәа ӡахны ршара иаҿу сара аӡәзаҵәык сакәӡам, уи зыбжьы ақәзыргаз ԥыҭҩык ыҟоуп ҳәа азгәалҭоит Мрамза. Са сыдара исыдгыло ыҟоуп, са сеиԥш иҟоу ирацәоуп ҳәа сгәы иаанагоит. Рыхьӡқәагьы сҳәар ҟалоит, хаҭала
Илона Пипе, Кама Пили, Кама Саманджи, ара изымдыруки расшоп аха уизги айдгалары агу халауры наски айцхырара қатаны абаси ҿаҳкаауеит. Мрамза Марухԥҳа ҳаӡахрақәа амаҵамақәа зегьы лдыруазар, анаҩс зыӡбахә шәаҳәо асабрадақәа ззахуа аволонтер занааҭла ддукатуп. Аҩарда азин-дырра хырхарҭа иаҵанакуа азҵаарақәа иаҳа илзааигәоуп, аха ус шакәугьы лара илыӡбеит асабрадақәа рыӡахра далагарц. Убри аан иазгәаҭатәуп уажәаԥхьа аӡахра лнапы шалалымкыцыз. Перед тем, как объявили карантин, и стало известно, что коронавирус нас может страну охватить, мне пришла мысль обезопасить своих близких, как бы раздать им маски. Но проблема была очень большая с тем, чтобы достать эти маски, и я решила изготавливать их сама. Поскольку я раньше никогда не занималась изготовлением масок, я по образованию юрист, мне было это сложно как бы сделать, но Господь в нужное время открывает таланты и возможности для того, чтобы что-то сделать в любой трудной ситуации, за что я ему и благодарна. Акарантин мҩаԥысуеит убри аҟнытә ҳека иҟалҵо асабрадақәа лхала урҭ зҭаху ауааԥсыра иганы ирзаанлыжьуеит. Аханатә дара рыӡахра саналага сара исымаз абас схы иасырхон, аха ианынҵәа уи ала исыцхраазгьы ҟалеит ҳәа азгәалҭоит аволонтер. Изначально я нашла у своей знакомой резинки, и у меня были самой новые простыни, из них я стала шить. Потом, когда они закончились, а необходимость в масках возросла, я уже бросила клич в Инстаграм, и все неравнодушные люди отозвались, и большое количество людей вот приносят мне ткани, резинки, из которых вот я в настоящее время изготавливаю. У меня проблема с распределением трудовых своих ресурсов, поэтому мне хочется много успеть сделать. И помог, бывает, до 4 утра я шью. Но поскольку я не специалист в этом деле, возможно, мне это медленно получается, поэтому сейчас не могу сказать в определенный день, сколько я шила, но в общем около 300 масок я пошила. Работаю и одновременно принимаю заказы, записываю, потом распределяю в пакеты по адресам и развожу людям. Совершенно вообще в разные места, в Яштуху, на Почтовую, на Гумистинскую, в общем, разные адреса я развожу людям. Лҭаацәеи урҭ рнаҩсгьы изҭаху зегьы асабрадақәа рзыӡахра лнапы алакуп. Хәҩык ахәыҷқәа ран Юлия Фадеевагьы лара лусқәа зегьы дырхашәаланы асабрадақәа ҟалҵот. Идея такая пошла после того, как я сама не смогла достать маски. Так как у нас швея, у нее было очень много заказов, на тот момент я сама не имела маски, я в ужасе была, так у меня самой 5 детей, и без масок просто это был шок, что нет масок, не выйти на улицу. И пришла такая идея, я села сама, решила пошить своим детям. Из того, что я пошила, ткань стоит всего лишь копейки. И можно пошить с нее кучу масок. Я поняла, что можно сделать доброе дело, потому что мне делают очень многие люди, очень много доброе делают. Так как у меня 5 детей, на данный момент у меня сегодня по инвалидности 2 детей. И очень много людей, когда я нуждалась в чем-то, не проходили мимо. И я могу тоже так же помочь другим людям. Юлия еиҭалҳәеит лара илӡахуа ԥшшәыла еиуеиԥшым асабрадақәа рзы аамҭа анылыԥшаауа, насгьы изҭаху хәыда-ԥсада ишырзылшо. Когда мои дети либо играются, либо спят, в тот момент я начинаю шить эти маски. Либо мои дети садятся вместе со мной тоже, помогают, мне поддают, или иголку, нитку оденут. Бывает, я их настрою, и они вот играться хотят, на улицу не могут выйти, потому что я боюсь лишний раз их выпускать. И они садятся со мной, и я вместе с ними шью. В день свободно я могу до 50 масок сделать. Своим знакомым я звоню, говорю, вы достали маски? Нет, не достали. А у меня есть маски, приходите, я вам дам. У тебя есть? Да, я пошила, приходите. Я даю им, они дают своим родственникам, родственники своим знакомым дают. И вот так вот даю. Для меня, наоборот, радость дать людям то, что им нужно. Если кому-то нужно, пожалуйста, звоните, приходите. Иара убас аҿкы аҽацәыхьчаразы ауааԥсыра ахархәара рырҭоит антисептикқәа, иҟоуп ахәшәҭирҭақәа, урҭ ҳтәылауаа иахьырзыршо.
Шибзеква. Антисептик шумома. Иссыфтс алозер. И табук дарадзе. Лекаряджы антисептик худапсада гауайр зыршот хабаси пши опатлыка квертатана. Аптекахь инеины антисептик зго ҳауааԥсыра рхыԥхьаӡара маҷым. Урҭ ирырҭо нымҵәарц азы антисептик апатлык ахәыҷқәа рахь реихшара иаҿуп. Ҳара рахь иаҳзааргоит, ҳара иҭаҭәаны апатылкақәа ирҭаҭәаны ишаны ираҳҭоит. Агьыс иҟазҵо иара ҳара ҳаптека иҳабыра иҳабацәа хҩык аҷкәынцәа Дамеи Зантариа, Аста Мургуниа, Алхас Ҷинҷал, нас иҵегь гәыԥҩык аҷкәынцәоуп, убырҭ зегьы еицхырааны рхала иҟарҵоит, бутылкақәа иҭаҭәаны арахь иаҳзааргоит, хәлитрак зкуа. Аԥхьа дара уахьынтәи иҭаҭәаны иаҳзааргон, аха нас ихьӡаӡомызт зегьы арахь иаҳзааргоит аӡӷабцәа ҳара абас иаҭаҭәаны ихшаны иааиуа зегьы ираҳҭоит кака. Аҷкәынцәа хԥа-ԥшьба усбарҭар аниршахьеит, иган ирырҭахьеит сирзлаздыруа ала. Антисептик зго ауааԥсыра ракәзар, иазгәарҭоит излауа ала ачымазара рхы шацәо ирыхьчо. Аптека аусзуҩцәа ражәақәа рыла азнаказ антисептик ашара иахьӡомызт, убриаҟара ауаа рацәаҩны иадҵаало иалагеит, аха уажәы еихибагӡот. Антисептик хәыда-ԥсада ашара аринахысгьы иацҵахот, уи аҿы аиҵахара ҟалаӡом. Убри аҟнытә ауааԥсыра ирымоуп алшара ачымазара аҽацәыхьчаразы уи хархәара аҭара. Ианраҳа зегьы ааиуан, ирҭахын зегьы ҩбахԥа зҭахыз дыжәбарын, акзаҳҭарыз агәынамӡара роуан, мышкы заҵәык аиҵарахара ҳауит. Изҭаҳҭоз агьыз, нас аҷкәынцәа иахьӡаны, изҭаҳҭозгьы зегьы еиқәдыршәит, уажәшьҭа аиҵахара ҳәа егьагь ҳамаӡам. Иара ианыҟаҳҵа, абас ианаларгала аҷкәынцәа аинстаграм аҿы ирылаҳҳәеит зегьы, нас изаҳаз зегьы иаауан. Уажәшьҭа иаҳа хәыҷык имаҷуп нас иааиуа ауаагьы. Иара убас ареакциа зегьы аццахот, ҳаптека иҳабацәа рхарџьала иаархәеит зқьихәышә литра спирт, зегьы ихаҳшалот, иҭаҳҭәалот, ауаа иааиуа зегьы ираҳҭалот ҳамч ахьынӡалшо. Ибзиан иаҳдыруеит нҵамҭак аҳәаақәа ирҭагӡаны ҳазҭагылоу аамҭазы агәыразреи еқьиареи иаазырԥшуа зегь рыӡбахә шаҳзымҳәаз, аха дарбанызаалакгьы гәыкала даҽаӡәы изыҟаиҵо анцәа имбар залшом. Абас ала сабрадақәа рыӡахроума, антисептикқәа рыҟаҵараума, зҭагылазаашьа уадаҩу ауааԥсыра афатә рызшароума, доусу имч зықәхо ҟаиҵар Аԥсны жәлар аҽкы чымазара рацәыхьчара еиҳа имариахот. Амра Заранди-аԥҳа, Ҭамаз Чқәан, Аԥсуа телехәаԥшра. Ҳаамҭазы ишьақәгылаз аҭагылазаашьа даҽазнык иаҳнарбеит ҳтәыла ауааԥсыра иануадаҩхо аамҭазы аидгылара шаадырԥшуа. Асабрадақәеи антисептикқәеи ршарадагьы иахьазы Аԥсны ахи аҵыхәеи имҩаԥыргоит хкырацәала агәыҳалалартә акциақәа. Атема иациҵоит Саид Џьарсали. Аԥснатәыла ауаа ирылаҳәаз акарантин анымҩаԥысуа аамҭазы ҳтәыла ақалақьқәеи араионқәеи рҟны уажәаԥхьа иҟаз агәыҳалалратә фондқәеи ҿыц еиҿкаауа еиуеиԥшым аволонтиортә еиҿкаарақәеи аусура иаҿуп. Ахәыҷы рацәа змоу, убасгьы социалтә ҭагылазаашьа уашәшәыроу аҭаацәарақәа, атәанчаҩцәа, аинвалидцәа ахьынхо рҭыӡҭыԥқәа еилкааны еиуеиԥшым афатәқәеи ачымазараҿкы аҽацәыхьчараз еиуеиԥшым антисептикқәеи асабрадақәеи рзыршоит. Убас ԥшьымш раԥхьа аполитикатә партиа амцахара Аҟәатәи аҟәша ахаҭарнакцәа ирыӡбеит агәыҳалалратә цхыраара еиҿыркаарц. Дара асоциалтә еиқәыршәара афонд аҿы еизыргаз аинформациа ала ҳтәыла ауаа рсиа инақәыршәаны ирзыршоит ацхыраагӡатә макәанқәа. Урҭ рҿы еизган ауҭраҭыхқәа, ачашыла, азеҭ уҳәа афатә злухша аалыҵқәа. Апартиа ахаҭарнакцәа ражәақәа рыла макьаназ ирылшо ала Аҟәа аҳабла ҿыц иалсны ҳтәыла ауаа ирзыршоит. Нужно отметить, что в это тяжелое время, когда вся страна, как и в целом по миру, вы видите, сложилась напряженная ситуация, связанная с инфекцией, с пандемией коронавируса, мы тоже не могли остаться в стороне, поэтому возникла такая идея. Инициаторами ее были председатель отделения партии Амцахара нового района Стамур Герхелия, Тимур Герхелия. И ребята, за время существования нашего отделения у нас сложился актив, круг людей неравнодушных, которые свое неравнодушие проявили и в сложившейся ситуации.
мы решили помочь людям тем, чем можем. И наша инициатива получила широкий отклик. Откликнулись многие люди, и предприниматели, и бизнесмены, и просто жители нового района, которые решили, что должны помочь в это тяжелое время тем людям, которые в этом особо нуждаются. Наша инициатива получила тут же поддержку со стороны председателя партии Амсахара Элхаса Алексеевича Квициня. От лица благодарных граждан хочется выразить спасибо всему волонтерскому движению Абхазии. Это еще один пример того, насколько люди в непростой жизненной ситуации могут организоваться между собой. Люди, занятые общим делом, но при этом совершенно незнакомые между собой. Нам звонят ребята из Гудаута, из Гагры, творчельцы. Мы на созвоне постоянном. Мы между собой не знакомы, но в течение 3-4 дней наладили непосредственный такой контакт. Это к вопросу об эффективности. И хочется сказать спасибо всем, которые сопричастны в этом деле. Ацхырара иҿызкаауа рыхьӡала Гудаута раионахь идәықәҵоуп афатәқәа. Уаатәи апартиа ҟәшахаҭарнакцәа ихатәгәаԥхарала ирыдгылаз аволонтерцәа еицхырааны социалтә ҭагылазаашьа уашәшәыроу ҳтәылауаа ирзыршоит афатә. Имеем сегодня охват населения порядка 80 человек. Это за неполных 5 дней работы. Сегодня мы приехали сюда, в столицу, сформирован груз, помощь Цухумского отделения, гудаутцам. Списки мы получаем от служб социального обеспечения в районах, нуждающихся, от ассоциации инвалидов. Хочу сказать спасибо всем, сегодня и руководству страны, и всем, которые придерживаются всех тех мер, которые обозначило государство и находятся дома. Это облегчит участь и Минздрава, и всех социальных служб. Ахәыҷырацәа змоу аҭаацәарақәа иатәанчаҩцәеи аинвалидцәеи еилкааны афатәқәа рзыршоит Гагратәи араионаҿгьы. Агәаҳалалратә фонд Аԥсни, Гагра араион ахадареи аҭыԥан инхо ҳтәылауааи иҟарҵаз ацхыраарала иаахәан шәнызқь инарзынаԥшуа рыхә афатә аалыҵқәа. Фымш рыҩныҵҟа хатәгәаԥхарала еизаз аволонтерцәа рымчала афатә рызшан Гагреи Гәдоуҭеи рраионқәа рҿы инхо хыхь инарзынаԥшуа аҭаацәарақәа. Процесс оказания помощи происходит. Сам город у нас, он небольшой, он маленький, население тоже маленькое. Все друг друга знают, и мы сами знаем много семей, которые нуждаются в этой помощи. Но чтобы никого не пропустить, мы созваниваемся со своими друзьями, которые также нам подсказывают, говорят семьи, которые нуждаются в той же помощи. И мы пытаемся объехать все эти семьи и помочь, чем мы можем. Мы начали со средств благотворительного фонда «Абхазия» совместно с депутатами. Ну а дальше уже это также все наши друзья, знакомые и просто неравнодушные жители города Гагра, которые помогают нам в этом процессе. ҳтәылаҿ иҟоу аҭагылазаашьа еилкааны ирацәаҩуп ҳтәылауаа ачымазараҿ аҿагыларазы агәыҳалалратә фондқәа рахь иҟарҵо ацхыраара. Аволонтерцәа рхыԥхьаӡара акәзар есааира еиҳахоит. Урҭ зегьы иҟарҵо хықәкыс иамоу ҳауаажәлар коронавирус рацәыхьчаразы ирылаҳәо акарантин аан излауала ацхыраара зҭаху адгылара рыҭароуп. Саид Џьарсалиа, Степан Мартиросиан, Аԥсуа телехәаԥшра. Аԥснытәи аиашахаҵаратә уахәама иахьатәи аҭагылазаашьа ахәшьараҭаны адинхаҵаҩцәа рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ахеиҷаҳареи ачҳареи аадырԥшларц азы. Абри атәы дазааҭгылеит ҳтәыла аиашахаҵаратә уахәама анапхгаҩы Аб Басариан. Иахьатәи ацәгьа ԥышәара иҟоу ари алҵшьа ԥсыхәс иама иҳазҵарықәгылозар, ԥсыхә иамоу аҭак ҳара иҳаҳуоит ара ибзеины. Аԥаса ииҩыз зегьы ҳара ҳабжьы гас ианын чҳаралеи гәынкылареи. Аҩыра аҟны агәыӷра амазаарацы. Ари ачҳара аҭахуп, ари ацәынкылара аҭахуп, ари ачҳареи агәынкылареи рынцәа ишәиҭеит шәара Иисус Христос ирҵарала шәыҩнуҵҟа иҟоу аимакрақәа. Аимакра иҟоу
аха ҳарсаз ибҟарақәа рыла ҿыкала анцәа иҳақәиҭу ирҵарала гәыӷырҭа змам реиԥш шыҟашәымҵан. Гәыӷырҭа змам уи анцәа дызмам иоуп. Анцәа дызмоу, анцәа дхазҵо зегьы шәгәыӷра, шәшырӷәӷәа, шәгәыка шәмыжьын, шәазыӡырҩры иҳақәиҭу иҳаиҭаз аныҳәрақәа, иара ишҟа ҳабжьы рганы иҳақәиҭу ҳрыцҳашьа, иҳақәиҭу ҳрыцҳашьа, иҳақәиҭу ҳрыцҳашьа, иҳақәиҭу ҳрыцҳашьа. Абри арыцҳашьара аӡәи бзиашәа еибабы, аӡәи агәнаҳара змоу ицәгьа уцаны ажәлар урылалан иумҳәан, иара унеины иаҳә. Абри иҟоуҵо цәгьароуп, абри ԥырхагоуп ҳәа зҳәаз иоуп аԥсҭазаара ҟазҵаз. Даараӡа акраҵанагоит ауаҩытәыҩсеи рыбзеибабашьа, рыхәныҟәгашьа. Ԥшьынҩажәа фба-шықәса дшырҭагылаз лыԥсҭазаара далҵит иреиҳау аквалификациа змоу абиблиограф, Аԥсны зҽаԥсастәыз акультура аусзуҩ, ахьӡ-аԥша аорден ахԥатәи аҩаӡара занашьоу, Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҭҵаарадырратә библиотека аиҳабы Шулиа Гәарамиа Адлеиба. Ленинградтәи абиблиотекатә институт аушьҭымҭа Шулиа Самсон-иԥҳа зқьышәи хынҩажәи хԥа-шықәса инаркны раԥхьа арҵаҩратә институт анаҩс аҳәынҭқарратә университет аҟны анапхгара азылуан аҭҵаарадырратә библиотека. Уи лџьабаала Аԥсны жәлар Џьынџьтәылатәи еибашьраан ибжьаӡны иҟаз амилаҭтә литературеи аҭҵаарадырреи ирызку аҭоурыхтә усумҭақәеи рфонд аԥҵаны аус рыдылулон. Шулиа Гәарамиа Адлеиба дравторуп жәаба инареиҳаны усумҭақәа. Уи лгәаларшәара есымша иаанхоит дыздыруаз аус зцылуаз рыгәқәа рыҟны. Министерство просвещения Абхазии продлило каникулы во всех общеобразовательных учреждениях, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, до 20 апреля. Такое решение было принято в целях защиты населения от коронавирусной инфекции. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции по всей республике укрепляются стационарные милицейские посты и вводятся дополнительные. Смотрите репортаж, подготовленный пресс-службой МВД. В целях профилактики соблюдения введенного в стране режима чрезвычайного положения, который в частности предусматривает ограничение передвижения по территории республики, а также самоизоляции граждан по месту постоянного проживания, еще один блокпост дислоцирован в Корчалском районе. Круглосуточное дежурство осуществляют сотрудники районного отдела милиции МВД Республики Абхазия. На посту работают медики, которые в целях профилактики здоровья граждан всем проезжающим в район лицам измеряют температуру и консультируют о мерах личной дезинфекции и предупреждения распространения инфекции. Въезды и выезды автотранспорта при острой необходимости правоохранители не ограничивают, но в очередной раз информируют граждан об усиленных мерах карантина на всей территории республики. В Гагарском районе контрольно-профилактический пункт перенесен на пост ГАИ Бзып. Для круглосуточного несения службы пост укреплен сотрудниками госавтоинспекции районного управления внутренних дел МВД Республики. Схема работы, как и на других постах, осуществляется в сопровождении медиков. Кроме проверки транспорта, сотрудники милиции и медицинские работники информируют водителей и пассажиров о мерах по недопущению распространения коронавируса в республике и личной дезинфекции. Полного запрета перемещения на автотранспорте нет, но правоохранители в очередной раз напоминают жителям страны о необходимости соблюдать режим чрезвычайного положения. С первого дня особого положения гражданам рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости. Закрыты предприятия общепита, не проводятся общественные мероприятия. На данный момент находимся на посту ДПС Бзып Гагарского района, где присутствуют санитарные службы в количестве 2 медсестер с аппаратом электронным, которые замеряют температуру тела у водителей и пассажиров, следующих в транспортных средствах. На данный момент выявленных с температурой нету, с утра с 10 часов. Здесь находится автомобиль, оборудованный всем необходимым медициной. Сотрудники ДПС, сотрудники отдела Бзыпской милиции работают в усиленном режиме. 15 человек находятся на посту Бзып. Движение транспортного средства уменьшилось.
но все равно люди, которые передвигаются по тем или иным обстоятельствам, они все равно передвигаются. Кто в больницу, кто в аптеку, кто в магазин. Мы предупреждаем каждую машину, каждого водителя, каждого пешехода, каждого пассажира транспортных средств. По всей территории Гагарского района проводятся предупредительно-профилактические мероприятия по недопущению нецелевого перемещения граждан как на автотранспорте, так и пешеходов. Уважаемые граждане, в связи с введенным в Республике Абхазия чрезвычайное положение, убедительная просьба сохранять режим самоизоляции, не выходить из дома без всяких причин. Берегите свое здоровье, здоровье своих близких и окружающих. В России на 6 апреля 2020 года пандемия не утихает, а статистика зараженных коронавирусом с каждым днем растет. Сегодня ситуация в России не так критична, как в других странах, но Минздрав прогнозирует, что пик заболеваемости в стране приходится на середину или конец апреля. В России за минувшие сутки было выявлено 954 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Граждане продолжают сидеть на карантине. На улицу можно выходить только в магазин или в аптеку. Всего на сегодняшний день количество инфицированных составляет 6343 человека. Из них 406 выздоровели, 47 умерли. Больше всего заболевших в Москве. В соседнем с Абхазией Краснодарском крае за последние сутки подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19. Возраст заболевших от 6 до 59 лет. Из них 6 мужчин, 5 женщин. Заболевшие из Новороссийска, Краснодара, Сочи и Геленджика. Общее число заболевших в крае достигло 50. 9 уже выздоровели и выписаны из больниц. В связи с мерами, принимаемыми властями Абхазии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также во исполнение указа президента России, консульский отдел посольства Российской Федерации в Республике Абхазия не будет принимать посетителей по 30 апреля включительно. Справки по срочным вопросам можно получить по телефону +7 840 226 03 94 91 или по электронной почте rusem@mail.ru. Министр обороны Мираб Кишмария подписал приказ о призыве в мае-июле граждан Абхазии на военную службу и увольнении со службы. Военному комиссару республики с 1 мая по 31 июля приказано призывать на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с законом Республики Абхазия. Командирам воинских частей и подразделений приказано уволить в запас солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы которых истек. Сегодня в 21:00 на нашем канале состоится специальный выпуск прямого эфира на тему защиты населения Абхазии от коронавируса, о проделанной работе в этой области и ситуации в стране. А сейчас о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью +6-11, днем +10-15, температура морской воды +12 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.